вдохновение должно быть, любовь к этому должно быть и твое желание что делать. Если этих качеств нет, то изделие у вас просто не получится, считает мастер. За много лет он понял, если нет желания и настроения, работу лучше на время отложить. Знаешь, что его можно согнуть, потом выпрямить. Ну, вот такой вот этот диалог, да, мастера и металла. Работать с медью нелегко. На подготовленный лист меди Рифат Куртвелиев наносит узор, после чего обжигает и приступает к чеканке. Говорит, у него свой диалог с медью. Мастер должен чувствовать свою работу. Рифат Куртвелиев по специальности электросварщик. Но вот уже около 10 лет он занимается художественной ковкой. Также мастер делает традиционную для крымских татар медную посуду. Все его работы эксклюзивны и очень практичны в быту. Интерес к необычному, но такому красивому ремеслу у Рифата Куртвелиева появился еще в детстве. Тогда он обучился резьбе по дереву, после чего приступил к более сложному – художественной ковке и работе с медью. Учителей не было, всему обучился сам, и на достигнутом он останавливаться не собирается. Сейчас хочу такое-то классичное что-то такое, орнамент древа жизни на камень перенести, на белый альминский камень. Нет вместе им. А в планах еще есть это, хочу это живописью, красками себя попробовать. Вот это, я думаю, это конечная моя. Это будет, это, иншаллах, если будет это, получится, это будет хорошо. Рифат Куртвелиев своими руками облагородил не только двор, но и весь дом. Здесь ощущаешь себя в уютном мини-музее. Здесь каждая турка имеет свое название. Келин, то есть невеста, а Шума – название крымской местности, где родились его родители. Кроме этого, в коллекции есть турки, Алушта, Чобан, Койдеш и Достум. Все работы имеют неповторимый орнамент. Формаларым мен болен дегиштирим. Я меняю формы. Мне нравятся маленькие, средние турки. Люди заказывают на 100-200 граммов. Есть и такие, которые заказывают на 1,5 литра. Я назвал такую турку свадебной. После чеканки Рифат ага любит сидеть с родными. Рассказывает, своему мастерству хочет обучить и молодое поколение. Себя считает богатым и счастливым человеком. У меня 3 дочери, я богатый человек, можно сказать, и счастливый. Аллах подарил мне внуков. У меня есть теплый дом, любимая работа и хорошие мысли на будущее. Попробовать настоящий крымско-татарский кофе, приготовленный в медной турке, да еще и в камине – уникальная возможность. Необычайный вкус и аромат не оставит равнодушным ни одного любителя этого крепкого напитка. София Шукурова, Алишер Алимов, телеканал Миллет.